утро, друзья. Эзди Крелшин. Смотрите, какое у нас утро холодное. Только выхожу в 8 часов утра. Холодно, снег хрустит под ногами. Да, в этом году действительно, друзья, у нас зима. Лет, по-моему, года 4-5 не было такой вот холодной зимы, такой снежной зимы, самое главное. Видите, туман такой у нас. Вот такое вот зимнее утро у меня. Так, хотела встать пораньше, но не смогла. Вчера начала перебирать свой шкаф. Но что-то не захотелось. Легла и заснула. Сейчас быстренько перебрала свой шкаф. Уже, как я сказала, 8 часов утра. Мне сегодня надо везти маму в больницу. Проверить, как там у нее срослась рука или нет. Короче, побежали, друзья. Может быть, поснимаю вам, как я буду готовить завтрак, а может быть и нет. Но поснимаю, наверное, как мы поедем в больницу. Надеюсь. Ну вот как-то так, друзья. С добрым утром вас. Вот, друзья. Значит, что значит уже хозяйка дома пожилая, как говорится. Помыла посуду вечером, но не разобрала ее. Дело в том, что еще у меня же, я уже говорила, что воды и канализации на кухне нет, и мне приходится воду греть, воду выливать, выносить, заносить. Оказывается, это, конечно, хоть мы раньше так и делали всегда, но, оказывается, это все-таки занимает много времени. И поэтому вчера были гости, видите, сколько посуды. Нас и самих-то, в принципе, много. Ну и 2 гостя у меня вчера было. Значит так, ну, почему показываю, почему говорю, потому что я собиралась вчера пожарить гуся к вечеру, но мальчики захотели именно, мама, давай не будешь ты его жарить. Они не очень любят, если честно, жареного гуся, а хотят его всегда есть с галушками и с нашей подливой. И вот они мне вчера говорят, давай сделай нам галушки кукурузные и подливу нашу с картошкой и гуся. Ну, я гуся поставила варить, и только я его поставила буквально, ну, наверное, больше получаса не прошло. Приехали гости, и я быстренько, правда, галушки не делала, если честно, просто с хлебом и с подливой. Но почти полгуся осталось, так что сегодня на обед я галушки сделаю. Просто сделаю галушки кукурузные, и все. Работы, конечно, и сегодня у меня много. На кухне появилась у меня на стенах сырость, мои хорошие. Потому что у меня в этой кухне нет фундамента. Почти что нет фундамента. На 1-2 блока только фундамент. И то блок уже даже под землю ушел. Так что сырости много. Если так увидите пятна на стенах грязные, это не грязь, это сырость. Стараюсь не снимать стены, но не получается. И пока вот забелила, и все равно не выскакивает. Пока вот такая сырая погода с улицы не пройдет, это напасть бывает. Вот когда у меня еще кухня новая будет закончена, тогда и будет все хорошо. Алхамдулилlah. Но ничего, я не жалуюсь. И так можно, ничего страшного. Так, а сейчас просили меня сделать оладики. Ибрагим попросил, но я их не буду показывать, потому что оладики и блины у меня на канале есть. Еще раз показывать там ничего нового такого нет. Короче говоря, вот так. А воду и канализацию, скорее всего, мне будет делать мой сын, который приедет уже 2 числа, говорит, взял билеты. Поэтому я не разрешаю моим младшему и старшему здесь что-то делать. Когда он приедет, быстрее сделает. Короче, чтобы быстро надо будет все вот это вот перекапывать здесь, все вот по всему периметру кухни надо будет и линолеум снимать, и мебель выносить. И бетон ломать. Короче, работы очень много. Что-то спрашивали, где мой кот большой. Ну-ка, давай сюда. Вот он. Никуда наш кот не делся. Так, включила фонарик. Вот он наш толстенький. Короче, вот так вот, друзья. Почему-то я всегда уже хочу с вами делиться, что мне надо, что у меня происходит, что я хочу сделать. Не знаю, я вам надоела или нет. Но вот как-то я вот начинаю что-то делать и начинаю с вами делиться. Вот так вот. Утром было, правда, рано. Утром я встала сегодня пораньше. Рано утром было еще как-то туманно. Сейчас уже вроде бы солнышко проскакивает.
И да, и сегодня мне надо сейчас повезти маму в больницу, посмотреть, снимут ли ей гипс. Так что, друзья, ну давайте, не болейте все, и будем с вами продолжать дружить, как говорится. Вы мои друзья, я это поняла. Большое спасибо вам за ваши комментарии. Даже мне новая подписчица, наверное, написала, какие все хорошие комментарии под видео, ну, где я про жизнь, по-моему, рассказывала. Скорее всего, это новая подписчица. Да, у меня все вы мои молодцы, все хорошие. У меня было всего-то, наверное, было за весь мой период, что я работаю, ну, 5, буквально 4-5 комментариев таких, ну, неприятных, может быть. Да и то нет. Но я не жалуюсь, ничего страшного. Люди разные, всем хорош не будешь. А так вы все мои подписчики очень хорошие. Да, и вот видите, все время у меня в кадре, хочу стену эту скрыть, но не получается ее скрывать. Там нет плинтуса, и это тоже не грязь, это вот именно вот, потому что практически эта моя кухня стоит прямо на земле, считайте. И поэтому вот оттуда идет сырость и все такое. Ну вот, я надеюсь, что приедет он и плинтусы мне сделает, и все мне сделает. Так что, ну вот, как-то так, друзья. Так, поставила сковороду разогреваться, буду делать оладики. Ну вот, друзья, все-таки Ибрагим настоял на том, чтобы я сделала оладики. Хоть у меня и нет сметаны. Молоко немного, правда, я собрала, друзья, но дело в том, что я сейчас не успею его просепарировать, наверное, только после того, как приеду из больницы. Собралось у меня где-то чуть больше кастрюльки. Ай, я ему говорю, сметанки нету, зачем тебе оладики? Ну, я с этим, с малиновым вареньем как поем. Так, ну и вот, друзья, почти. Я что-то стала в этой сковороде. Я вообще люблю вот эту мою сковороду, друзья. Она очень у меня такая удобная, универсальная. Мне ничего не пригорает. Кроме супов, все готовлю в этой сковороде. Вот так вот. Так, я позвонила, и нам назначено в час только к врачу. Час 10 даже было, да, по-моему, в час 10 назначили к врачу прием, к травматологу. Но чуть раньше поедем, потому что нужно и снимок сделать, а там уже я не смогла очередь как-то там, не так очередь, видимо, живая очередь. Они не записали нас. А к травматологу в час 10. Так что ну, где-то в 12 часу мы, наверное, выедем. До этого времени я сейчас быстро сделаю завтрак. Налеплю галушки, чтобы приехать, только надо будет их сварить. Как раз у меня будет время. Так, ну вот, друзья. Оладики сделала. Сейчас быстренько позавтракаем. Снимать не буду. Это все сейчас накрывание. Это будет слишком долго, растянуто. Буду снимать, как делать буду галушки, кукурузные галушки, как буду я их делать. Немножко поснимаю, немножко поговорю вам, пока у меня есть время до того, как я поеду к врачу. Так, друзья, ну вот мы позавтракали. Теперь я хочу сделать быстро, как я говорила, галушки кукурузные. Сейчас надо пятачку. Так, значит, я в эту кукурузную муку положила, ну, на полкилограмма, наверное, 2 столовые ложки муки, так, щепотку, соль и 1 яйцо вбила сюда. И теперь крутым кипятком буду заваривать тесто. Так, у меня любят галушки именно кукурузные. Я, правда, не очень-то ем, но не очень. Я люблю больше из пшеничной муки. А мальчики любят из кукурузной. И очень любит у меня кукурузный хлеб. Особенно Ибрагим очень любит. И сегодня я говорю, я буду делать именно галушки такие. Он говорит, лучше бы ты сделала кукурузный хлеб. Лучше бы сделала сыскл. У нас сыскл называется, чурек. Я говорю, ну сегодня нет. Он говорит, я бы и на завтрак, и на обед, и на ужин бы ел только этот сыскл. А ты его никак не сделаешь. Не знаю, что-то вот
иногда лень находит, не хочется. Самое легкое, что можно приготовить, и то не готовлю. А действительно, если у меня есть готовый кукурузный хлеб, чурек этот, мальчики за милые души. Причем все трое, и двое мальчиков, и Дивер тоже. Даже могу больше ничего не готовить, просто чисто вскипятить молоко и поставить этот чурек. И все. Они сами себе нагревают, сами себе накладывают, сами себе все делают. Ну, не знаю, почему-то всегда ленюсь я делать этот чурек. Их дед очень любил кукурузный хлеб. И отец очень любил тоже, муж мой. Каждое утро, если нет именно вот молока с чуреком, то он на работу уходил не позавтракав. Поэтому я все-таки для него, конечно, всегда делала. Ну, приходилось каждый день делать, потому что вот с ним вместе, с отцом, и подсели мальчики тоже на этот, на чурек. Так. Теперь соберу в комок, и будет готов. И потом только лепить. Сегодня вспомнила, как раз только как кукурузную муку достала. Купила еще 5-6 дней тому назад, но никак. Купила именно для чурека. Ну, что-то я не знаю. И сегодня вот достала, думаю, буду делать, раз сказал сын с гусем, хорошо бы было бы именно кукурузные эти. Немножечко подаю воды. Вспомнила, что именно с чуреком у нас раньше, ну, кто моего возраста или кто чуть-чуть постарше, особенно сельские жители, кто держали коров, могут вспомнить это. Я сейчас назову на нашем, на ингушском языке, чеченцы и ингуши меня поймут. Халха мист беш бурвей, ну оно же, диану оно же, и, короче, вспомнила, как его делали. Моя мама его делала безупречно, очень вкусно. Его и моя мама делала. Но вот мне, конечно, казалось раньше, что вкуснее моей мамы никто его не делает. Но когда вышла замуж, у моей мамы он был очень вкусный. Ну, я даже не знаю, может быть, какое-то название у кавказцев есть ему. Может быть, опять-таки не мацони, не такое. Ну, вот типа такого, кисломолочный продукт такой. И я вам сейчас скажу состав его. Я примерно-то знаю, что туда добавлялось, но я сейчас маму спросила, и мама говорит, я, говорит, тебе не смогу сказать консистенцию, сколько чего надо было. Ну, а то, что надо, я помню. Во-первых, первый ингредиент, конечно, кипяченое молоко. И этот кисломолочный продукт, знаете, готовился именно поздней осенью перед запуском... Ой, штатив шатается. Перед запуском коров, короче, уже на последней стадии, когда уже молока дают мало, обычно ближе к осени, наши мамы всегда, вот, ну, моя мама и моя Марна всегда делала сыры. Уже не пропускали через мясорубку, через сепаратор, а готовили сыры и их в рассол, короче, закидывали на зиму. Потому что, ну, раньше же не было в магазинах такого изобилия и сыров, и всего. Вот именно в мои годы, когда я была там девчонкой, пацанкой, купить было сложно, что. И мы вот покупали это все, делали это все сами. И значит так, сейчас начну лепить и потихонечку буду с вами говорить. Значит, так, сейчас я хочу просто показать. По-моему, еще суховатое, что ли? Нет. И вот. Короче, и да, осенью вот делали сыры, а потом вот сыворотка остается от сыра, которая. И вот сыворотка оставалась, копили эту сыворотку, ну, 5-6 раз, когда делался сыр. Потом копили эту сыворотку, ее кипятили, и вот после того, как сыворотка закипает, ну, кипит долго, в нем идет осадок, как творог. Он, ну, это сейчас вспомню.
Это какой-то сыр, название сыра есть, специальный такой сыр даже есть, что его готовят вот в производствах даже. Так, сейчас. Рикотта, да. Мы-то не знали, что это, я-то не знала, что это рикотта. Короче, вот кипятили вот эту вот сыворотку, доставали вот эту вот рикотту, именно вот то, что вот оседало в осадок, как творог такой бывает, нежный очень причем. Вот кипятилось молоко, оно охлаждалось. Потом кипятилась сметана и сливки. Тоже туда добавлялись в это кислый продукт. Что тогда еще было? Вот я сейчас не помню, как и что. Потом соль туда добавлялась. Так, пришел Ибрагим, поставил мне штатив. Более так, никак не пойму, из меня блогер, не знаю кто. Так, ну и продолжу свою мысль. Значит, я вот вспомнила сегодня, что вот именно вот такой вот кисломолочный продукт делали мои бабушки, моя мама и Марна, моя свекровь. Очень бы хотелось вот научиться это снова делать. С вареной картошкой и с горячим вот этим кукурузным хлебом и с этими ольгиш, которые вот я тоже делала на канале. Это лепешки на кефире, которые без ничего. Вместо хлеба, которые... Это очень тогда сочеталось. Ну, конечно, в принципе, сейчас это все забылось и не нужно, просто потому что в доступе есть все кисломолочные продукты, и сметана, и все. Это, наверное, скорее всего делалось, потому что зимой не было сметаны, и не было варианта где-то ее купить тогда. Даже если и был вариант, то... Ну, это давнейшние, еще с древних времен делалась такой вот кисломолочный продукт. Я не могу сказать, как он назывался. У нас он назывался просто местбеж, даже вот кислый соус типа. Вот вспомнила об этом сегодня. Но я все-таки понемножечку постараюсь как-нибудь сделать его. Или поспрашиваю у бабушек, которых... Ну, мама мне это говорит, но вот она не знает, сколько и чего. Вот. Жалко, правда, сейчас у меня для сыра уже молока нет. Ну, это можно даже и весной сделать, попробовать. Делалось это зимой, потому что не было, как я повторюсь, холодильников. И этот кисломолочный продукт стоял в кладовках, погребах, в подвалах, чтобы не прокисал совсем, чтобы в холодном месте, чтобы стоял. А еще что, еще тыкву у меня мой свекор ел именно с этой подливой тыкву. Тоже, я не знаю, мне, правда, тогда не нравилось это сочетание, конечно, но он и вареную тыкву ел, потому что кислое и сладкое, мне казалось, не сочетается, но все-таки, наверное, сочеталось, раз он ел. Просто когда молодой, ты же думаешь, что вот все, что делают старики, это не так, но оказывается, эта старость быстро наступает, друзья, так что вот. И сегодня как-то я случайно попала на один канал. У нее был прямой эфир у девчонки молоденькой. Ну, не буду говорить, кто, мусульманка. И там как-то просто нажала кнопку не так, и выскочила она у меня. И я как раз попала в тот момент, когда говорится, что она живет в квартирах, у нее дети маленькие, что она хочет иметь свое хозяйство, что сейчас все-таки в магазинах все покупное, это некачественное, это химия. Я говорю, хорошо, хоть сейчас начали наши молодые девчонки понимать, что в действительности свое хозяйство это хорошо. Не знаю, все ли это понимают или нет, но вот сегодня вот такая тоже тема была. Все-таки действительно свое без химии это просто превосходно, друзья. Например, у меня никогда не бывает покупного кетчупа, никогда не пользуюсь им. Очень редко, вот когда еще делаю пиццу, могу купить какой-то кетчуп. А есть такие вот дешевые китайские такие кетчупы, которые всегда и в кафешках на столах стоят. Острый такой, я вообще его не признаю. У нас нет доебрашка, вот как будто бы покупает конфетки, покупает ее, прячась от меня. Не покупают у меня супчики. Тоже у нас супчик считается деликатесом. Я тоже даже когда были маленькие, не разрешала их покупать. И сейчас не покупаю. Потом что еще? Колбасы мы очень редко покупаем колбасы.
И сосиски, вообще колбасные изделия едим очень редко. Не из-за того, что там я не могу себе их позволить. Нет, мне кажется, все-таки это перевод денег, что это не, как бы сказать, не полезно, хоть и вкусно. Ну, вот действительно, как деликатес мы едим колбасу. Редко-редко ее покупаем. Редко-редко. Правда, вот тут у нас колбасный цех рядом. Там колбаса очень, конечно, вкусная и более-менее, по-моему, натуральная. Мне кажется, не то, что более-менее, мне кажется, там вообще нет никаких добавок искусственных. Очень вкусная колбаса, я как-то и показывала, рекламировала ее. Ну, рекламировала, не они мне рекламу говорили, а просто то, что вот сказала, что она хорошая колбаса. Вот так вот, друзья. Ну ладно, сейчас отключусь, доделаю свои галушки, а потом уже после больницы скажу вам, что и как. Сейчас выключу камеру. Камера, вернее, телефон, ну камера. Друзья, мы уже приехали с больницы, я поставила уже воду, вода кипит. Ой, переоделась, устала с нашими врачами, как всегда. Так, занесла головки, вода уже кипит. Мама голодная, да мы сами тоже очень проголодались. Хорошо, что я все это приготовила, поставила гуся разогреваться, но немножечко вам объясню. Но, наверное, буду кидать и так объясню. Значит так, сделали маме снимок. Я просто сглупила. Не спросила сразу, ну я даже не знала, ну травматолог, кто его знает, что они там накладывают гипс или не накладывают. Короче, обратились к врачу, сделали снимок, оказывается, надо еще 2 недели ждать, ну, продолжать держать гипс. Просто у нее еще не срослась кость, но тот травматолог, у которого мы были, гипс не накладывает, представляете? А у нее просто шатается, надо было, чтобы новый наложить на нее, этот снять, новый наложить. Короче, записались теперь уже завтра к другому врачу и приехали. Кость не срослась. Вы знаете, когда вот тогда ей ставили гипс, но тогда мальчики с ней были, может, на похоронах были, когда ее повезли смотреть, что там с ней случилось. Тот врач мне, ну она, правда, тот врач мне позвонил и сказал, вот у нее перелом со смещением, но я бы на вашу, ну даже он мне лично про операцию ничего не сказал, и сын мой тоже говорит, он про операцию говорит, ничего не говорил, единственное, он сказал, что ее нужно каким-то образом то ли вытянуть как-то, на место вставить, и типа ей будет больно, давайте не будем это делать, пускай будет так, как есть, ну будет небольшая шишка и срастется. А этот врач что-то сказал, почему ее не прооперировали тогда. Короче, я не знаю, завтра еще узнаем. То есть сколько врачей у нас, столько и мнений, как всегда. Одинакового 2 диагнозов никогда не бывает. Бабушку помучили, сами помучились, устали, конечно, страшно, голова болит. И холодно, боялись, что и бабушка у нас, она же у нас такая, не просто теплолюбивая, а жаролюбивая, что ей будет холодно. Ну ничего, так, вынесла добросовестно. Единственное, что она же у нас такая, как бы вам сказать, ну, баба огонь, короче, когда-то была моя мама. Да не нужен мне этот гипс, снимите мне с него и выбросите, и уже надоел он мне вот так вот сегодня. Ничего страшного, срастется сама. Я говорю, ну нельзя так срастется сама. Где она у тебя срастется? Вот. Завтра хочу купить эти ноги, сделать холодец, или просто холодец, или просто отварю, или чтобы постоянно она ела вот именно вот эти вот говяжьи ноги и бульон. Ну, скорее всего, сделаю холодец. И еще мне рекомендовали кунжутные семена для этого. Хорошо, говорит, срастается при переломах, если есть кунжутные семена. Вот. Так-то у нее зубов нет, она протезы не сняла и не носит, они у нее падают, видимо, десны уже стерлись. И хочу вот эти кунжутные семена, наверное, перемелю на кофемолке и буду кидать там даже на тот же холодец, когда она будет его есть, буду кидать и все. Вот так вот, друзья. Ну ладно, не буду больше вас беспокоить, сейчас это все закину. Готовое производство мое я вам покажу. На этом все. Действительно, сегодня очень устала.
Спасибо вам, что вы были со мной, что вы меня смотрите, что вы меня комментируете. Огромное спасибо за ваши такие хорошие комментарии. Мне действительно от души приятно. С наступающими вас праздниками. У кого праздник, поздравляю вас. Так что, ну вот как-то так, друзья. Заходите ко мне еще. Желаю вам всего-всего. Всех благ вам. Ну вот, друзья, наш обед. Я не стала накрывать на стол, потому что все-таки у меня мяса мало. Это вчерашний гусь, как я уже говорила. Ну вот, кукурузные галушки, подлива картофельная, бульончик и чесночная подлива. И сейчас мы пообедаем. Как раз мы очень проголодались после больницы. Сейчас пообедаем.